День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Дарья Кролинкова. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. До 1 августа в Якутии разработают план ликвидации последствий паводка. Какие меры поддержки получат жители пострадавших районов? Арктическая навигация в Якутии стартует 20 июля. Более 300 тысяч тонн грузов планируется доставить в северные районы республики, несмотря на сложные условия. В Табаге открыт крупнейший лесопитомник. В рамках программы «Зеленые платежи» появился 500 000 саженцев, готовых к зимовке. Кадровый фестиваль работы в Якутии прошел в креативном кластере «Квартал труда». Увлекательные треки и консультации специалистов – все на одной площадке. Триумф Мегина Кангаласского улуса на играх Манчары. Спортсмены улуса показали выдающиеся результаты в масс-рестлинге и якутских прыжках, обеспечив себе победу в общекомандном зачете. Глава Якутии Арсений Николаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Оймяконском, Момском и Абыйском районах. До 1 августа должен быть разработан план восстановительных работ. Правительству поручено оказать помощь населению, включая дезинфекцию, обеспечение водой, подготовку к отопительному сезону и восстановление дорог и мостов. Также будет оказана поддержка сельскому хозяйству, бизнесу и пострадавшим гражданам, включая выплаты и льготные кредиты. Особое внимание уделяется доставке гуманитарной помощи, организации отдыха детей из пострадавших районов и обеспечению связи. Глава принял решение ввести указ о введении чрезвычайной ситуации регионального характера, устранение тех последствий, которым подверглись населенные пункты Оймяконского, Момского и Абыйского района. Сегодня пик паводка по ряду районов, считаем, он пройденным, но между тем все равно определенный удар, можно так выразиться, да, и увеличение роста воды мы ожидаем по Абыйскому району, в частности по 3 населенным пунктам, это Кабергене, Сатуроха и Белая гора. Сегодня гидрометслужба информацию эту подтверждает и ставит в известность. Помимо решения неотложенных задач по ликвидации последствий паводка, глава Якутии Арсений Николаев также уделяет внимание развитию транспортной инфраструктуры региона. Новый аэропортовый комплекс «Мирно» планируется завершить в 2027 году. Глава Якутии Арсений Николаев проверил ход строительства объекта, реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Готовность аэродромной части составляет 65%. Ведутся работы по строительству взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перронов и других объектов инфраструктуры. Аэровокзальный комплекс готов на 64%. Глава республики поручил уделить особое внимание качеству и срокам строительства. Напомним, что в Якутии также идет реконструкция аэропортов в Полярном и Алепинске. А с 2026 по 2030 годы планируется модернизировать аэропорты в Зырянке, Магане, Нюрбе и, в вторую очередь, аэропорта Полярный. Сейчас пока, значит, у нас графики. Отгрузка первых судов в арктические районы начнется к 20 июля. В рамках навигации этого года на сегодня отгружено более 490 тысяч тонн груза и доставлено 385 тысяч тонн. Завершен завоз угля на реке Амга и Вилюй. В ближайшее время начнется арктическая навигация, в рамках которой планируется завести 326 тысяч тонн груза, в том числе 128 тысяч тонн по реке Яна. Доставка грузов по реке Яна традиционно проходит в сложных гидрологических и метеорологических условиях. На сегодняшний день происходит отгрузка именно по Налюкма, это нефть для арктических районов. Мы с Вилюя вытащили газоконденсат на перевалочный пункт, это Сангары. Далее у нас идет отгрузка, подход судов уже происходит на Джибарике Хая и тоже будут выходить на Быков мыс. Но на сегодняшний день, как дает информацию Ленское бассейновое водное управление, там у нас
На баре находится на сегодняшний день лед, но на этой неделе, как прогноз говорит о том, что у нас начнется работа по проработке баровых участков. В то же время современные технологии расширяют логистические возможности. В Якутии дан старт проекту «Воздушный мост», который соединяет Якутск и Нижний Бестях. Так, с 14 июля начал работу новый сервис по доставке малогабаритных грузов с помощью беспилотников. Дроны перевозят посылки весом до 10 килограмма. Время полета составляет до 15 минут в зависимости от погодных условий. Новый беспилотный летательный аппарат «Муравей-24», созданный российской инновационной компанией «Лаборатория будущего» в городе Екатеринбурге, готов к полету с Нижнего Бестяха в город Якутск. Оператор-пилот Давид Краевский готовит к запуску дрон. С 14 июля в штатном режиме ежедневно работает доставка малогабаритных грузов по данному маршруту. Заказы можно оформлять через местный маркетплейс. Дроны перевозят посылки весом до 10 килограмм. Средний выходит на полет от 15 до 20-25 минут. Бывает все в зависимости от ветра. Вот сейчас, если посмотреть, ветер не очень сильный. А так, если ветер сильный, то полет уже будет минут 20. В принципе, до температуры до минус 25, до минус 30 они рабочие, они летают. Единственное, все зависит от оператора. Проект реализован якутскими инновационными компаниями при поддержке технопарка Якутия и Фонда развития инноваций и успешно прошел этап подготовки и тестирования. Получены все необходимые согласования на осуществление полетов и использование точек взлета и посадки. Так называемый воздушный мост позволит жителям новые возможности в логистической сфере. В будущем планируется создать новые маршруты. В будущем у нас, конечно, есть планы на развитие. Сначала мы будем также охватывать соседние населенные пункты, которые находятся рядом с Якутском. А в будущем, конечно же, это будут уже постоянные такие грузовые перевозки с помощью БПЛА. И также будем внедрять их в другие районы республики. Дроны могут доставлять посылку в течение примерно 1,5 часа с момента заказа, а заказ можно забрать с пункта выдачи. Особенно услуга доставки дронами будет актуальна во время распутицы весной и осенью. И уже первые восхищенные жители поселка Нижний Бестях оценили работу новых курьеров. Вчера я узнала о такой возможности заказывать продукты, заказывать справки какие-то, отправлять с Якутска до Бестяха и обратно. В центре Бестяха находится, пожалуйста, обратились на сайте, оформили доставку и все забрали по месту. Я буду пользоваться этой возможностью. Тем не менее, будущее выглядит многообещающе. Беспилотные технологии могут не только упростить доставку, но и снизить нагрузку на традиционные логистические системы. Гульнара Мосова, Мигина, Кангаласский район. В селе Табага открыт крупнейший лесопитомник в рамках программы «Зеленые платежи». За 2-3 месяца здесь может появиться около 500 тысяч саженцев, готовых к зимовке. Подробнее в сюжете далее. Теплица в селе Табага стала уже третьей на территории Якутии. Первые две были открыты в Сунтарском и Алданском районах. Однако именно новая является самой масштабной из них. Теплица выращивает саженцы хвойных пород деревьев, преимущественно сосны. Для них создан оптимальный климатический режим и внедрена автоматизированная система полива. Лес в любом случае был и остается легкими нашей планеты. И поэтому, соответственно, сегодня мы понимаем прекрасно, что есть естественное вымирание леса, есть и пожарами лес в республике непосредственно выходит из своего ресурса. Мы уже 3-й год по поручению главы республики этому уделяем большое внимание по восстановлению именно леса. Когда саженцы достигнут 12 сантиметров, их уже могут пересаживать в лесах. По времени это занимает 2-3 месяца. Теплицы в селе Якагит Алданского улуса засеяли 250 тысяч саженцев. В прошлом году в Сунтарском улусе открыли теплицу на 100 тысяч. В этом году мы уже получим 850 тысяч саженцев сосны будем получать. И в следующем году уже они будут готовы к посадке, восстановлению леса. Для посадки сеянцев используют способ закрытой корневой системы, при котором растения находятся внутри контейнера, а не на земле. Такая корневая система растений хорошо развита и подготовлена к пересадке, что способствует быстрой адаптации и укоренению в новом месте. Чейков у нас субстрат, то есть торфяной субстрат, специально предназначенный именно для хвойных пород деревьев.
для их лучшего произрастания и приживаемости. То есть он уже наполнен, да, получается, минералами, удобрениями, витаминами, подходящими именно под хвойные породы деревьев. Якутия является лидером в стране по лесовосстановлению. В прошлом году было возобновлено более 204 тысяч гектаров. Восстановление утраченного лесного фонда проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Камила Михайлова, Станислав Потапов, Якутск. Завершился 5-й республиканский конкурс швей. Участницы соревновались в пошиве военизированной одежды для бойцов СВО. Победу в конкурсе одержала команда из Мукучу-Кобяйского района, доказав свой высокий профессионализм. Второе место заняли швеи из Чурапчинского района, а третье место досталось команде «Надежный тыл» Кобяйского района. Победители и призеры были награждены швейными машинками, которые станут отличным подспорьем в их дальнейшей работе. По словам организатора, за конкурс было изготовлено около 1000 единиц одежды для бойцов. Тем временем якутская сборная ветеранов СВО вернулась домой с Кубка защитников Отечества ДФО, который проходил с 10 по 14 июля. Капитан команды Игорь Марсунов завоевал серебро в стрельбе из лука. Бронзовые медали в волейболе сидя получила команда Якутии. В настольном теннисе ветераны СВО Егор Котельников и Захар Слепцов также стали серебряными призерами. Участники сборной высоко оценили организацию соревнований и заявили о намерении готовиться к всероссийскому этапу. Ну а в Якутске прошел турнир по страйкболу памяти Героя России Дмитрия Егорова, где воспитанники Центра войн соревновались в меткости и ловкости с командой ветеранов спецоперации. Специально на турнир Сунтара приехала семья Дмитрия Егорова. Отец бойца Николай Алексеевич передал награды сына, в том числе ту самую золотую звезду, для хранения в музее. Это соревнования, что каждый год будут проводиться такие соревнования. Поэтому я очень рад. Это будет в памяти моего сына, хорошее, самое хорошее увековечивание. И будет, наверное, думаю, самая хорошая польза для воспитания подрастающего поколения, чтобы быть защитниками своего Отечества. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Студенческий отряд «Молодая магистраль» компании «Газпром Трансгаз Томск» отмечает 5-летний юбилей. Сегодня его участники, студенты ведущих вузов страны, проходят стажировку, в том числе и в Якутии. А в качестве наставников их встречают молодые работники ведущего газотранспортного предприятия, которые еще недавно сами были членами отряда. Тем продолжит Саргалана Неустроева. Инженер Ленского филиала «Газпром Трансгаз Томск» Кирилл Большанин гордится работой на «Силе Сибири» – экспортном газопроводе, который поставляет российский газ в Китайскую Народную Республику. Кирилл называет молодую магистраль билетом в успешную карьеру в газотранспортной отрасли. Решение устроиться в компанию было принято мной после прохождения практики на объекте. Ознакомиться с производством. Захотелось попробовать себя в этой профессии. Ну и вот устроился в Ленское ПМГ, прекрасный коллектив, и продолжаю работать. Студент Горного университета из Петербурга Николай Мохов признается, что первый сезон «Молодой магистрали» был настолько интересным и полезным, что он решил снова пройти практику в этом стройотряде. Я рад, что мне выпала такая возможность увидеть по-настоящему грандиозный объект. И я убедился на собственном опыте, что компании действительно нужны хорошие, а и самое главное, молодые специалисты. Осваивающий профессию газовика в Томском университете Максим Фасин проходит практику в алданском филиале Томской газотранспортной компании. Ему молодая магистраль помогла убедиться, что решение, принятое при выборе профессии, было правильным. За эти 2 недели я успел посмотреть множество производственных процессов. В чем-то поучаствовал, изучил техническую документацию, поразговаривал с работниками. Для себя я понял, что на данной компрессорной станции я бы смог работать. И после завершения практики я бы хотел сюда устроиться.
Молодая магистраль – лишь одно звено в цепочке подготовки кадров «Газпром Трансгаз Томск». Для реализации крупных проектов акционерного общества «Газпром» на востоке страны компании регулярно требуются высококвалифицированные специалисты, которых предприятие готовит даже не со студенческой, а со школьной скамьи. На самом производстве создает условия для всестороннего развития молодых работников, от системы наставничества до участия в крупных форумах и конференциях. Мы понимаем важность привлечения талантливых кадров. Именно поэтому активно сотрудничаем с ведущими вузами страны, обеспечиваем нашим студентам возможности стажировок и прохождения практик на лучших предприятиях отрасли. Такая система, в свою очередь, помогает сократить сроки адаптации новых сотрудников, повысить эффективность их труда и обеспечить стабильность производственного процесса. Еще один бывший участник стройотряда «Молодая магистраль» Никита Горбун устроился на предприятие совсем недавно, но уже как молодой и перспективный специалист успел пройти важную стажировку. В прошлом году мне посчастливилось уже принять участие в таком обучении. Я ездил в Санкт-Петербург, получил очень много нового как по профессии, так и в плане впечатлений. Впервые была моя поездка в данный город. В будущем Никита планирует бросить себе вызов и принять участие в конкурсе профессионального мастерства, который проходит в «Газпром Трансгаз Томск» ежегодно. Однако конкуренция там очень высокая, потому что такие же амбициозные молодые работники трудоустраиваются в 29 филиалов компании в 15 регионах страны. Сарглана Неустроева, Виталий Андреев, Ленск, Алдан. В креативном кластере «Квартал труда» прошел молодежный кадровый фестиваль «Работа в Якутии». Для увлекательного знакомства с рынком труда организаторы представили 6 треков. Здесь можно проконсультироваться с профориентологами и специалистами службы занятости, подать документы в университет или колледж и, конечно, найти работу. Ведущие компании Якутии в разных отраслях, от сельского хозяйства до промышленности, подготовили мастер-классы и игры. Кроме того, посетителей ждала насыщенная культура программа с участием популярных молодых артистов. Ведь у нас очень много хороших специалистов, которые учатся здесь у нас на территории республики. Некоторые еще не нашли ту работу мечты и, возможно, сделают выбор в сторону предпринимательской деятельности. Также в рамках нашего фестиваля сегодня проводится слет студентов, которые учатся у нас в центральных городах России, которые родились здесь, в Якутии. И мы тоже ждем их в нашем регионе для того, чтобы предложить им замечательную работу. С середины июля фонтан на площади Орджоникидзе закрыт на ремонт. Это огорчило многих горожан, ведь водные забавы доступны якутянам всего 3 коротких летних месяца в году. Почему ремонт фонтана повод радоваться, а не грустить, расскажет Эржен Гармаева. Третий день на площади Орджоникидзе, а если быть точнее, под ней идут работы. Специалисты успели снять старые, вышедшие из строя насосы. В следующие 2 месяца все инженерные коммуникации ждет глобальное обновление. Основной задачей у нас стоит замена насосного оборудования, замена электрокабеля, замена всех трубопроводов, замена всех форсунок. В последние годы новостные ресурсы пестрили сообщениями о проблемах с фонтаном. Все потому, что капитальный ремонт не проводился целых 23 года с момента его установки. Удручал напор воды, сгорел электросиловой кабель, из-за чего провод теперь некрасиво тянется поверху, хотя он должен быть спрятан под землей. Подрядчик обязуется исправить все недочеты, в том числе преобразить наружную конструкцию. В рамках косметического ремонта у нас будет заменен гранитные плитки частично, не полностью, и восстановлены старые граниты. Если я спрошу, где я нахожусь, то вы, конечно, ответите на Оржанке. Вот фонтан, вот памятник Платону Аюнскому. Ну, а в прошлом веке горожане бы сказали, что я на площади Ленина. Свое современное название в честь революционера, советского партийного деятеля Григория Орджоникидзе площадь получила только в 1957 году. Ну, а нынешний облик это место приобрело и того позже. Своим преображением площадь Орджоникидзе обязана Саха-театру. С переездом актерской труппы в новое здание в 1999 году для городских властей стало очевидно, что в реконструкции нуждается и рядом находящаяся площадь. А к тому времени, когда мы начали проектировать, площадь была вот в таком круговом движении.
И вот, чтобы обезопасить как бы жителей, посетителей театра и так далее, у нас пришла идея, и мы запроектировали вот такую площадь, чтобы она в этом виде как раз сегодня, на настоящее время, существует. А фонтан, который был предусмотрен проектом, удалось возвести только в 2002 году. Водный комплекс подле Национального театра вдохновлен родной культурой. Иначе и быть не могло. В центре композиции архитектор Иван Андросов решил поставить любимый цветок народа саха – сардану, окруженную черными бриллиантами. Жизнь, радость, любовь, прекрасное утро. Вот и все, как угодно можно по-философски подойти к этому цветку. Ну и наша национальная гордость, и с чем связано. Всяких много песен, разных как бы народных сказаний по этому цветку. Бетонную сардану не оставят без внимания. Ее почистят и покрасят. В общем, вернут первоначальный вид. Капитальный ремонт планируют закончить к сентябрю, а пробный запуск фонтана ожидается 30 августа. Эржена Гармаева, Семен Семенов, Якутск. Победителю игр Дыгына Борису Сдвижкову вручили 3 миллиона наличными. Традиционный вечер ежегодно организовал генеральный спонсор игр, президент Федерации национального многоборья республики и руководитель строительной компании «Прогресс» Алексей Пенигин. Также денежными грамотами были награждены Иван Степанов, самый молодой участник соревнований, и Иннокентий Макаров, первый победитель игр Дыгына. В Якутске подвели итоги заседания Организационного комитета игр Манчары. В играх приняли участие около 7 тысяч человек. В соревнованиях по 11 национальным видам спорта приняли участие более 1600 спортсменов. В рамках спартакиады было установлено 9 новых рекордов. В общекомандном зачете победу одержала команда Мегино-Кангаласского улуса. Спортсмены этого района заняли первые места в масс-рестлинге, якутских прыжках, конных скачках и настольных играх. Следующие игры Манчары пройдут в Кангаласском улусе. В Татийском улусе работа велась по 19 направлениям. Задействовано очень много организованных групп и в сфере спорта, и в сфере культуры, в сфере размещения, в сфере организации питания, в сфере транспорта, медицины, обеспечения безопасности и так далее, и так далее. Итогом, конечно, получилась высокая организация игр Манчары. Об этом говорят и гости, и спортсмены, которые были там на играх Манчары. От общих итогов игр Манчары к результатам спортсменов в Нерюнгри. 23 нерюнгринских спортсмена подтвердили высокий уровень подготовки, привезя 20 медалей. Спортсмены поделились итогами и своими впечатлениями от участия в спартакиаде. Захватывающие моменты, демонстрация силы, ловкости и воли к победе. Все это было на играх Манчары 2025. Сегодня спортсмены могут выдохнуть после долгих месяцев подготовки и насладиться заслуженными наградами. На этой спартакиаде у меня получилось воплотить свою мечту, выиграть. На дистанции 5000 метров я занял первое место. Верил, надеялся. Но работа была очень трудная, тяжелая, по 2 тренировки в день. Я справился, и у меня все получилось. Сборная команда Нерюнгринского района показала прекрасные результаты как в командном, так и в личном зачете. При поддержке отдела спорта Нерюнгринской районной администрации, а также при главной поддержке главы нашего муниципального образования Романа Михайловича Щегельника, наша спортивная сборная команда в составе 23 спортсмена приняла участие в 21-й спартакиаде по национальным видам спорта игр Манчары. По итогам данного спортивного мероприятия нашей команды было заработано 20 медалей, которые мы привезли. Из них 9 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали. Нерюнгринцы одержали победу в командном зачете соревнований по северному многоборью. Среди женщин лидером стала Илона Прудникова. Спортсменка – молодая мама, которая не так давно вернулась к тренировочному процессу со своим тренером Валентином Алексеевым, с которым, к слову, 8 лет назад девушка также взяла 4 золотых медали на играх Манчары, как и в этот раз. У нас в Северном многоборье 5 видов. Я заняла первое место в 3 из 5. Это вот тройной прыжок, это моя коронка. Я его выигрываю уже 9 лет подряд в чемпионате республики и также входила в призы на чемпионатах России. В беге по пересеченной местности с палкой 1 место. И
на прыжках через нарты. Также я там установила новый рекорд республики по прыжкам через нарты, прыгнув 453 нарты. Атмосфера, как и всегда, очень классная. И мне кажется, я хотела вернуться в первую очередь в эту атмосферу, скорее всего. Нерюнгринские гиревики принесли району 4 победы. Черникова Дарья стала абсолютной чемпионкой и установила рекорд республики с результатом 132 очка. Делала свою подготовку, была хорошая подготовка, были тренировочные сборы. Могу поблагодарить еще мою поддержку, группу поддержки. Это была тренер Морозова Мария, родители, отец Сергей Александрович. Он сейчас поехал на соревнования тоже. Своим на работе, но по гиревому спорту. Высокое мастерство, ловкость и скорость в различных видах спорта на играх Манчары продемонстрировали и другие спортсмены из Нерюнгринского района, в очередной раз доказав высокий уровень подготовки. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну и я с вами прощаюсь. До встречи.